реализуется проект «Бастионы памяти», и в городе Калуге будет установлен памятный монумент. Мой родной дядя Красков Алексей Федорович был призван на фронт в 1941 году и впоследствии пропал без вести. В прошлом году поисковиками на территории Калужской области были обнаружены его останки и перезахоронены в братской могиле. В связи с этим прошу вас включить моего дядю в список воинов на монументе. Выражаю огромную благодарность вам и постоянному представительству Якутии в городе Якутске, а также поисковикам Калужской области за такой замечательный проект по увековечению памяти наших земляков-воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. И в прошлом году, в год 80-летия Великой Победы, мы одним из таких наших флагманских проектов сделали проект «Бастионы памяти». И напомню, мы как раз в прошлом году поставили обелиски на Мамаевом кургане в Волгограде. Мы поставили обелиск в Новгородской области, рядом с озером Ильмень, где было тоже кровопролитное сражение в годы Великой Отечественной войны, в которых погибли сотни наших земляков. Мы поставили в прошлом году обелиски в Смоленской области, в Гагаринском районе. В этом году у нас эта работа будет продолжена, потому что очень много людей мне писало, говорило о том, что не надо останавливаться вот на нескольких обелисках, надо, чтобы в каждом регионе, где воевали и погибли наши солдаты Великой Отечественной войны, такой обелиск появился, мы это поддерживаем. И в этом году у нас появятся обелиски обязательно в Калужской области, появится обелиск в Ростовской области, в Донецкой Народной Республике и в Республике Беларусь. По всем этим территориям уже договоренности у нас есть с руководителями регионов. Работы уже проводятся, и вот в Калужской области он будет открыт уже в канун Дня Победы, 7 мая. Обязательно возьмут на заметку, и обязательно эта фамилия появится. Потому что, вот, знаете, это такое народное движение реально. Потому что очень много людей пишет, очень много людей устанавливает места захоронения своих родственников. Конечно, память о каждом ушедшем на войну, погибшем на войне, она, конечно, должна быть сохранена, возвращена их потомкам, в том числе вот через реализацию этого замечательного народного проекта «Бастионы памяти».